Добрый день, мы в студии Вести Якутии, с вами Сардана Сивцева, и сегодня у нас в гостях первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владислав Левочкин. Владислав Валерьевич, единственный вопрос. Из бюджета Министерства культуры и духовного развития Республики выделяется 6 миллиардов на строительство центра Олонхо. Нет, это не так. Это в любом случае, это не из бюджета нашей отраслевой программы, это будет инвестиционная программа, это будут внебюджетные средства, это, возможно, будет федеральное участие. То есть это будет как бы, сборный такой как бы бюджет. Поэтому в целом, отрасль, она, конечно, не должна пострадать от того, что такая значительная сумма изымается. У нас весь бюджет отрасли это 2,5 миллиарда рублей. Проектом будет руководить наш уважаемый Андрей Савич Борисов. Это правильно, да. Я, видимо, где-то буду говорить, это соответствует, это не соответствует, да, действительности. Андрей Савич, он действительно является руководителем проекта. Этот объект будет возводиться именно в рамках реализации приоритетных проектов нашей республики. И он взят за, скажем, пример в отрасли культуры через внедрение проектного управления. То есть мы через этот проект должны перенять опыт внедрения проектного управления, то, что используется в промышленных компаниях, то, что используется в производственных компаниях, на нашу текущую деятельность отрасли. И этот проект, он должен за собой повлечь развитие других проектов, которые мы будем, скажем, по образу и подобию составлять в рамках проектного управления, используя те же механизмы. А у Андрея Савича до этого был проект Олонхо Ленд, который уже закрыт. Он не закрыт, он сейчас получает новый этап развития, он продолжает также действовать, и просто, пришел сейчас такой этап, когда необходимо его переформатировать, пересмотреть, возможно, какие-то новые объекты в нем появятся, да, но этот объект в любом случае, который будет называться Центр эпосов народов мира, да, народов Евразии, он должен стать одним из центральных объектов этого большого проекта «Земля Олонхо». А земельный участок? Земельный участок – это все тот же земельный участок, который находится за Северо-Восточным федеральным университетом напротив ипподрома Якутской сельхозакадемии. А что там сейчас строится? Сейчас там построен уже и будет вводиться в эксплуатацию в середине октября парк, исторический парк, музей «Россия. Моя история». Это сеть таких объектов, она по всей России происходит строительство таких объектов, приблизительно схожих по своему содержанию, да, и планируется, что в каждом регионе России должен появиться такой парк. И Якутия была выбрана первым регионом Дальнего Востока, где он появится. И там уже сейчас завершаются монтажные работы. Это будет такой выставочный комплекс с использованием современных аудиовизуальных технологий. И центр управления этим комплексом будет находиться в Москве. Там время от времени будет меняться экспозиция. И в том числе в составе экспозиции будет составляющая наша региональная об истории Якутии. То есть это совершенно отдельный от Олонхо Ленда проект? Он вписывается, в принципе, в концепцию проекта «Земля Олонхо». Он находится тоже на этой же. Поэтому возникли, видимо, такие слухи, разговоры о том, что у Олонхо Ленда проекта этого забрали земельный участок, и там строится совершенно другое какое-то здание. Вот. А у нас все по Олонхо, с эхом Олонхо, все расписано, да, что даже в Алекминске в 2020 году будет. Уходят огромные тоже средства на подготовку и тогда. Насколько это вот сейчас актуально вообще, такие расходы Надо нести? понимать, что это не то, чтобы сейчас
насколько актуально, да, это нужно понимать, что это вообще актуально. Это наше самоосознание. То есть, ну вот для чего вообще человек живет, для чего человек развивается. Мы же существуем как национальная республика, и у нас есть свои традиции, свои национальные особенности, особенности многонационального народа Якутии. И как раз-таки культурные явления, которые развивают наше стремление сохранить эти традиции, они призваны к тому, чтобы сформировать наше самосознание, сформировать самосознание в подрастающем поколении, в молодежи. Эти празднества, они становятся все более и более массовыми. В этом есть своя негативная сторона тоже, да, и мы тоже об этом задумываемся, и это обсуждаем в рамках практической конференции. Но это необходимо для того, чтобы закрепить в массовом сознании, в сознании молодежи, чтобы традиции сохранялись, с тем, чтобы мы понимали, что мы не просто какой-то регион в составе России, да, какая-то область или какой-то край, а мы национальная республика, которая имеет свою уникальные особенности. Ну, есть мнение, что расходуются слишком большие средства на одноразовые объекты цеха Фаланхо. Может быть, построить хороший культурный центр вместо того, чтобы вот одноразовые, потом они все равно как мало используются, да, как показывает опыт. Что называется мало используется, да? Вот задача цеха Ланхо сформировать эталон и сохранить эталонный образец проведения празднований, поскольку, конечно, вот традиции, они утрачиваются, их нужно сохранять, и для того, чтобы их восстановить, в каждом районе проводится с особенностями этой местности, воздвигаются культовые сооружения, постройки для проведения ритуалов. Это все необходимо для того, чтобы сохранить эталонный образец, как это должно быть, с тем, чтобы традиции не рассыпались, чтобы они не терялись со временем. И эти постройки, может быть, они не так часто используются, как наши другие социально-культурные объекты, да? Но это наша традиция, наша обязанность создать эти постройки, чтобы они оживали раз в год, для того, чтобы мы смогли встретить праздник Солнца и провести наш самый главный национальный праздник, праздник Эсэх. Владислав Валерьевич, спасибо вам за подробные ответы.